С огромным интересом маленькие зрители наблюдают за спектаклем. На сцене выступают куклы, которые не позволяют детворе отвлечься от представления. И сразу становится понятно – часовой спектакль пройдет на ура. Детям предлагают окунуться в историю сказочного царства Зирек-Геран, где старый гончар Хабиб вместе со своей внучкой создает кувшины для хороших дел. Но к известному мастеру обращается Шах и требует научить своего сына гончарной работе. И вот тут начинается самое интересное. Изначально у нас была роль похитить мальчика, взять у него ценную для нас информацию, где находится золото, и украсть у шахского сына. Шахского сына нам надо было украсть, мы его украли, потащили в пещеру и как-то пытались взять из него информацию, но у нас ничего не получилось. В постановке было задействовано 9 кукол и столько же актеров, которые ими управляют. Свою работу они сделали так, что каждый маленький зритель понял суть происходящего. Дети остались довольны, это видно по реакции. Мне очень понравился спектакль, и актеры были очень хорошие. Мне понравился Хабиб. Очень хорошо. Мы не разрешаем? Да, Хабиб. Напряженную атмосферу на протяжении всего спектакля создавали разбойники. Они подарили детям самые острые ощущения. Но больше всего запомнился злодей Шах, из-за которого маленьким зрителям пришлось понервничать. Он был очень веселый. Всем классам нравился этот спектакль. Главные актеры это были Хабиб, Шейх и вот этот бродяга и осел. Зрителями спектакля «Говорящий кувшин» стали школьники с 1 по 4 классы. Поставленное представление несет две цели – увлечь и ненавязчиво просветить юное поколение в жизненно важных вопросах. Мы должны были показать этот спектакль. Почему? Потому что некоторые дети, лично я так считаю, пытаются найти себя в каком-то направлении, в плане образования и так далее. Вот, например, я с детства хотела быть актрисой, а у нашего главного героя у него талант, грубо говоря. Он занимался ремеслами, делал из глины много игрушек, посуду и так далее. И в спектакле мы показали, что все-таки добро всегда побеждает зло. Театр кукол – это другая реальность, завораживающая своей загадочностью детей, а взрослых возвращающая в беззаботный мир детства. Окунуться в эту удивительную историю смог каждый, оказавшийся на спектакле «Говорящий кувшин» 26 января. Мадина Цора, Адам Далаков, Новости 24.